До 2030 года в Башкортостане действует региональная программа модернизации поликлиник Уфы. Речь идет о сотнях медучреждений, как взрослых, так и детских. На эти цели выделили около 8 миллиардов рублей. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с заведующей педиатрическим отделением второй детской поликлиники Уфы Лейсан Забировой. Лейсан Шамилевна, здравствуйте. Здравствуйте. Лейсан Шамилевна, недавно в Кузнецовском затоне открылся филиал поликлиники номер 2 города Уфы. Расскажите, что нового там происходит? 16 декабря открыл свои двери новый филиал второй детской поликлиники, который расположился в жилом доме по адресу Испытателя 21. Раньше все население обращалось территориально к пятому отделению, которое находится по адресу Амантай 7/1. В связи с тем, что участков очень много, территориально родителям было тяжело добираться по данному филиалу, решили открыть новый филиал 6 как раз для жителей микрорайона Колгуевский, чтобы им было территориально близко, удобно. Там расположилось у нас 5 участковых педиатров, которые уже 16 декабря открыли свои двери и начали вести прием. Там же, согласно расписанию, принимают узкие специалисты. Есть новое оборудование, диагностическое и лечебное. Также можно сдать по назначению лечащих врачей общие анализы крови. Также можно провести диагностические исследования. Филиал новый, все там модернизировано, все специально для граждан, для их детишек. Есть специально для труднодоступных, для маломобильных граждан у нас есть также пандусы при входе, а также для слабовидящих у нас есть в коридорах специальные путеводители. А на какое число маленьких жителей микрорайона Колгуевский и в целом Кузнецовского затона рассчитана данная поликлиника? Площадь данного помещения 450 квадратных метров, а население 4500 детского населения. То есть раньше приходилось и в микрорайон Колгуевский ездить, и в другие филиалы детской Да, поликлиники? в связи с этим народу было очень много на Амантае, поэтому и территориально было очень далеко. А сейчас все жители, которые находятся рядышком, в Кузнецовском затоне, могут туда обращаться. Также можно там ведется постановка профилактических прививок, можно сдать анализ, то есть нет необходимости куда-то в другие филиалы ездить. И узкие специалисты тоже принимают. Там и филиал открылся, и взрослой поликлиники номер 5 как раз, да? Да, в соседнем, в этом же доме, в соседнем подъезде, получается. А расскажите, пожалуйста, Лейсан Шамилевна, как раз вторая детская поликлиника города Уфы, одна из самых старейших в городе, насколько я помню, с 1971 года, прошу прощения. Расскажите, сколько всего филиалов по Кировскому району столицы размещено и расположено в целом по столице? На самом деле, данная поликлиника одна из самых взрослых. На самом деле, она функционирует с 1971 года. У нас на сегодняшний день 6 филиалов, один из которых пока закрыт на ремонт. Но, в принципе, сейчас 5 филиалов у нас функционирует. То есть 6 филиалов, но территориально это у нас 5 филиалов. А по численности населения маленьких жителей, сколько она обеспечивает и обслуживает людей? Если не секрет? Весь Кировский район, одна шестая, получается, часть всего детского населения города Уфы. Это громадно, мне кажется. Одна из самых территориально больших поликлиник. Узкие специалисты тоже у нас все есть, всевозможные лабораторные, диагностические исследования у нас также есть в поликлинике. Расскажите, пожалуйста, все-таки с какими все-таки жалобами обращаются родители, их дети, потому что очень много врачей, понятное дело, сейчас к вам приходят и школьники, чтобы пройти диспансеризацию, а помимо этого, с какими жалобами все-таки приходят? На сегодняшний день самое большое это симптомами острых респираторных инфекций, так как у нас идет сейчас рост заболеваемости гриппа, то есть как раз у нас эпидсезон идет. Также параллельно у нас идет разделение потоков болеющих детей и здоровых, поэтому в штатном режиме проводятся профилактические прививки, медосмотры для детишек. То есть не только в летнее время, у нас начиная с января по декабрь у нас проводятся медицинские осмотры. То есть в сентябре, когда у нас дети поступают в детские организованные коллективы, чтобы они успели пройти эти данные медосмотры не только в летний период, а с начала года у нас уже сейчас идут организованные эти медосмотры. Вы говорили сейчас месяц такой, февраль, скоро начало марта, то есть резкий перепад температуры все-таки и, соответственно, и
увеличивается заболеваемость, да, насколько я полагаю. Да, несмотря на то, что у нас вакцинация идет, например, с сентября месяца, тем не менее мы стараемся, есть у нас исследования, да, и мы стараемся предугадать, какие штаммы будем профилактически вакцинировать, тем не менее увеличение эпидсезона в любом случае влечет за собой подъем заболеваемости, таких как ковид, грипп и простых острых респираторных инфекций. А вот в каком возрасте все-таки больше всего пациентов? Это маленькие дети, подростки или вообще груднички? Вот расскажите. Основное, подвержено, конечно же, есть у нас группы риска. К группам риска относятся детишки маленького возраста, до 6 месяцев, так как вакцинация у нас проводится как раз 6 месяцев. Это и пожилые люди, также медицинские работники, так как подвержены частому контакту. И там, где дети посещают детские организованные коллективы, конечно, они больше подвержены, чем другие. Но и все зависит, конечно же, от иммунитета тоже ребенка. А помимо вот острых инфекций какие-то есть еще другие, там, допустим, недуги, заболевания, которые к вам чаще всего приходят? И если не секрет, расскажите. Острая респираторная инфекция у детей является наиболее частым. Грипп опасен тем, что у нас есть такие осложнения, как пневмония, энцефалиты, менингиты, поэтому мы его боимся больше всего, чем острая респираторная инфекция у детей бывает наиболее частой, так как они входят в организованные коллективы и контактируют с другими детишками, поэтому, в принципе, можно сказать, каждую неделю могут постоянно знакомиться с новыми инфекциями, и на момент, когда ребенок болеет, повышается температура, только таким образом может формироваться иммунитет. Поэтому часто острая респираторная инфекция обычная, частый недуг для детишек. Вы как специалист, как врач, что бы вы порекомендовали бы сначала родителям, чтобы их дети, соответственно, не заболевали и соблюдали иммунитет, укрепляли его? Расскажите. Самое основное, самое бюджетное для родителей, это, конечно же, соблюдение режима, для того, чтобы организм ребенка все-таки мог полностью восстановиться. Несмотря на то, что ребенок ходит, например, летом, допустим, да, очень много свежего воздуха, то в зимний период мы стараемся сидеть по домам и, наоборот, не гулять. То есть второе, это, конечно же, все-таки, несмотря на погоду, выходить и гулять с детишками на свежем воздухе. Дальше, это, конечно же, профилактические прививки согласно возрасту, по состоянию здоровья и по показаниям врачей. И как можно чаще выходить в организованные коллективы. То есть, если ребенок, например, заболел, не нужно сидеть, если нет, конечно, осложнения, и если нет показаний для этого, сидеть дома. То есть, наоборот, нужно адекватное лечение и также снова пойти в организованный коллектив. То есть, на момент контакта с другими детишками, то есть, так только формируется иммунитет. А вот нашим маленьким телезрителям, чтобы вы порекомендовали, то есть вы уже дали совет родителям, а вот чтобы маленьким детям? Режим дня, рациональное питание – это самое бюджетное, самое эффективное. То есть и для восстановления растущего организма, и для формирования своего иммунитета. У каждого ребенка, как правило, да, не исключая тех детишек, у которых есть иммунодефицит, у нас у всех есть иммунитет. И как раз-таки в детском возрасте, при контакте, когда ребенок ходит в детские организованные коллективы, тогда формируется наш собственный иммунитет. Поэтому режимы дня, рационального питания, питьевого режима – этого достаточно для растущего организма. И профилактические прививки. Возвращаясь к теме модернизации в целом сети поликлиник в Уфе по региональной программе, которую инициировал Ради Хабиров, расскажите, в целом результаты же есть от данной программы, вот вы работаете уже много лет в медицине, все-таки вот как было до, как стало после и как становится после? Конечно же, руководство старается обеспечить всех медицинские учреждения всем необходимым. Во-первых, это новое, конечно, оборудование, на котором приятно, мне кажется, работать каждому сотруднику. Также условия труда. И для родителей в любом случае в новое, обновленное, скажем так, медицинское учреждение приходить с детишками наиболее приятно. Ну и плюс такие необходимые оснащения, как, например, пандусы, допустим, да, и так далее. То есть все это сделано специально для родителей, для их пациентов. Есть у нас разделение потоков, то есть тоже то, что специально для родителей, для их безопасности. Поэтому, мне кажется, конечно же, постоянно модернизация, она нужна и необходима. Ну и все-таки, мне кажется, да и сами маленькие пациенты и их родители тоже в восторге от последних изменений, которые есть уже. Да, конечно, новая цветовая гамма, новые чистые коридоры, новая мебель не может, конечно же, благоприятно сказаться на настрое пациентов, которые приходят.
хорошее освещение. В любом случае медицинским работникам и пациентам приятно находиться в такой обстановке, в новой. Ну и будем надеяться, чтобы, естественно, и дети вообще в целом не болели, меньше болели, и родители, чтобы следили за состоянием здоровья своих маленьких чад и детей в целом. В целом я благодарю за беседу, Александра Шамилевна. А я напомню, у нас в гостях в программе интервью была заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники номер 2 города Уфы Лейсан Забирова. До свидания, до скорой встречи.